Ассаляму алейкум, мир вам, дорогие зрители! Перед началом нового ролика мы традиционно благодарим тех из вас, кто поддерживает проект Мирадио. Именно ваша помощь позволяет продолжать перевод и озвучивание интересных и полезных роликов. Спасибо вам за это. Ссылка на страницу «Поддержим Мирадио» в описании под этим видео. Несколько дней назад я получил имейл от одного брата. Он написал о внезапной смерти своей сестры. Да одарит ее Аллах садами Фирдауса. Пусть Всевышний Творец наградит ее высокой степенью в раю, а семье облегчит горе утраты. Проблема, которую поднял этот брат, касалась онлайн-активности, а конкретно аккаунта его сестры в ТикТоке, где она наснимала всяких глупостей. Она была обычным подростком. Но среди ее записей были по-настоящему позорные. Теперь же, когда сестра умерла, родные чувствовали, что вряд ли она рада оставлять такое в кавычках наследие. Она бы не хотела, чтобы оставшиеся в живых запомнили ее по этим коротким постыдным видео. Родные попытались удалить эти записи, но, к сожалению, у них ничего не вышло. Брат рассказал, как они обращались в техподдержку ТикТока, но безрезультатно. Тема, которую я хотел бы поднять, очень проста. Мои дорогие и любимые братья и сестры, пожалуйста, пользуясь социальными сетями, делайте это так, чтобы, не дай Бог, внезапно покидая этот мир, не испытывать мучительного стыда за опубликованный вами контент. Люди часто делают глупости, лишь бы набрать подписчиков. Кто-то снимает, прямо скажем, постыдные вещи, порой просто неприемлемые. Все ради того, чтобы привлечь внимание людей. Вот вам лайфхак. Задайте себе вопрос, будет ли мне стыдно, если эти вещи останутся там после моей смерти? Этот совет определенно поможет вам. Как верующие мы должны творить добро, мы не должны заниматься тем, за что будет стыдно после смерти, и не только после. Нам следует стать намного более ответственными в пользовании соцсетями. Какой нормальный человек захочет оставлять после себя на земле такой нехороший след? Мои братья и сестры, я подумал, что этим коротким сообщением смогу вдохновить вас стать более ответственными в пользовании социальными медиа. Пусть Всевышний Аллах позволит нам извлечь урок из этой истории. Я молюсь за ту сестру, которая ушла в мир иной. Я верю, что Всемогущий Творец со всей своей милостью и добротой обратит на нее свой милосердный взор. В то же время мы молимся о ее семье, чтобы они смогли терпеливо преодолеть трудности, связанные с реакцией посторонних людей, присылающих им порой весьма плохие сообщения. Такое может случиться с каждым. Давайте же будем пользоваться интернетом разумно и ответственно, и просим Аллаха даровать нам смерть в момент, когда Он будет нами доволен.